Настоящая загадка для нумизматов. Около здания ФСБ в Москве продавали денежные знаки независимой республики Ичкерия. Чеченские рубли выглядят как настоящие. Коллекционеры гадают, откуда они появились, зачем кому-то нужно выпускать деньги несуществующего государства. Анна Дергач задалась тем же вопросом. Коллекционер Владимир Порываев глазам не верит. На развале возле Лубянки отыскал монеты независимой республики Ичкерия. Это не медаль и не сувенирка, а самое что ни на есть платежное средство. Налицо все признаки настоящих денег. Первое – это номинал. Вот так вот вы можете увидеть, то, что это 25 рублей. Второе – это год выпуска. Здесь можете увидеть 2013 год. Это степени защиты. Вот. Это крупный номинал, это биметаллические монеты. Проведена очень большая подготовительная работа. То есть здесь, например, представлено на монетах именно те зверушки, которые, орел обитания, которые связаны именно с этим государством, с этой страной. Монет всего 8, номиналом от 10 копеек до 25 рублей. На них изображены змея, паук, филин, медведь, ежик, черепаха и тигр. На каждой надпись «Чеченская республика Ичкерия» и герб непризнанного государства в виде волка. После удивительной находки кладоискатель решил копнуть глубже и прошелся по барахолкам в поисках аналогов. Я нашел еще Дагестан, Ингушетия, Осетия. То есть, в общем-то, наверное, всех регионов, в которых какие-то социальная политическая обстановка, не совсем спокойная. Версий, кому и зачем это нужно, несколько. От чьей-то шутки и нечего делать до происков западных спецслужб. К последней склоняются сами нумизматы и даже сотрудники Московского музея денег. О курьезах, фальшивках и прочих финансовых провокациях в истории человечества здесь знают все. История знала немало провокаций с денежными знаками. Одна из них едва не запятнала репутацию самой Елизаветы II. На канадской 2-долларовой купюре особо внимательные углядели не что-нибудь, а лик улыбающегося дьявола. Банкноту тут же изъяли из обращения, и теперь она коллекционная редкость. В руках у хранителя не то что редкость, настоящий призрак. Вживую этих денег российский нумизмат не видел. Это самые первые банкноты Ичкерии, напечатанные в середине 90-х в Англии. Тогда Чеченская республика во главе с Джохаром Дудаевым готовилась провозгласить свою независимость. Они отражают менталитет народа. Понятно, что национальные герои, Шамиль, мы видим воинов, которые изображены на конях, есть и сцены труда, и всадник на коне. Деньги назывались нахары и были выпущены номиналом от 1 до 1000. По одной из версий, из Англии до Чечни они так и не доехали. По другой были уничтожены уже на территории республики российскими войсками. Первая версия предполагается более правдоподобной для нас, потому как если бы они попали в руки, как-то какие-то экземпляры просочились на коллекционный рынок. В отличие от банкнот, монеты Ичкерии на рынок просочились. Теперь за ними настоящая охота. Владимир Порываев даже решил собрать целую коллекцию денег-фантомов, таких как доллар Антарктиды и даже платежные средства Республики Луны. Анна Дергач, Александр Зильбер и Евгения Панкратова. Новости Содружества. Москва.